есть зрители, а вы их, наверное, прекрасно знаете, наверное, и ищут в театре очень часто развлечения. Ну, то есть вот они хотят посмеяться, хотят отвлечься, может быть, даже хотят попереживать. То есть поэтому приходят на драму там поплакать или еще чего-то. И существует такое мнение, мне интересно, вы, может быть, его тоже опровергнете, что татарский театр это прежде всего деревенский зритель. Так ли это? Ощущаете ли вы это, что ваш наибольший, вас, ну, наиболее благодарный зритель именно выходцы из деревень? У вас даже репертуар такой: деревень, 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 деревень. Но конкретных подсчетов, естественно, никто не ввел, хотя социологические исследования в театре проводились, которые показали, что больше ходят в театр женщины среднего возраста, которые приходят посмотреть комедии. Это вот самый большой такой контингент, который и комедии, которые больше всего пользуются спросом. Да, наверное, выходцы из деревни, которые родились в деревне, теперь живут в городе, они, наверное, больше приходят в татарский театр. Наверное, может быть, там даже некая ностальгия там по деревне у них в душе существует, которая вот из-за которой их и тянет в театр, да. Но вот за последние несколько, там, 2-3 года вот эта вот тенденция, что в татарских театрах, не только в Набережных Челнах, но во всех других тоже со сцены показывается вот эта идеализированная татарская деревня, которой сегодня совершенно не существует в жизни, она подверглась такой резкой критике, не просто там профессорами, критиками, театроведами московскими, питерскими, еще какими-то, да, но уже своими тоже, потому что пошел уже некий перебор. И это вынуждает, опять-таки повторюсь, не только татарский театр Набережных Челнов, но и другие, несколько менять репертуар. Но это не значит, что вот эти спектакли, что они будут сняты с репертуара. Да нет, конечно. Пока зритель на них ходит, пока есть спрос, они будут. Хорошо. Вот вы упомянули, скажем, такую вещь, как непохожесть театра, ну, театральной жизни, к жизни реальной. И у меня, естественно, вопрос, а может быть, они и приходят и получают удовольствие именно потому, что видят вот это нечто идеальное. Может быть, жизнь они видят, скажем так, на улице, а в театре ищут то, чего в жизни нет. Вот ведь огромной популярностью, например, среди того же кино про всякие чудеса. Ирония судьбы, с легким паром, там вот происходят какие-то чудеса, и народ там просто в полном восторге от тех же фильмов Гайдая, он смотрит и все. Может, он и в театре то же самое ищет, то есть какую-то историю какой-то светлой, беззаветной любви большой, то, чего в жизни сейчас, может быть, в меньшей степени есть. Может быть, он устал от работы. Я сейчас даже пытаюсь, видите, на их сторону встать. Может, он устал от работы, хочет видеть комедию. Ведь я провел маленький такой эксперимент относительно вашего театра. У меня есть домик в деревне, и я отправил своих соседей смотреть спектакль «Особо влюбленный таксист». И сказал: ребята, сходите, посмотрите. Они были в таком восторге. То есть в таком восторге, то есть в таком воодушевлении. Они говорили, там мне сосед, я, говорит, смеялся чуть ли не до потери сознания. То есть вот как я дико хохотал там на весь зал, говорит. То есть он получил удовольствие. Вот, получается, вот его зрители, там, например, этих спектаклей. С другой стороны, у меня здесь был Фарид Бекчинаев. И когда мы с ним говорили о татарском театре, я не знаю, может, вы смотрели или нет, значит, смотрел, да, Равин? Когда мы с ним говорили о татарском театре, он сказал: я не скрываю, я подтверждаю миссионерство татарского театра. То есть, что есть проблема потери культуры, потери языка, потери каких-то вещей. И то, что театр
является миссионером в деле сохранения вот этих культурных каких-то остатков, я, говорит, ну, во всяком случае, он это направление видит и Армандо, утверждает. Да. в данном случае лучше, чем Шаймиев, уже не скажешь. 1 марта 2005 года, открывая после реконструкции здание Татарского театра, Митин Шарифович там присутствовал, я просто писал об этом, я поэтому помню даже цитату. Он сказал, что в годы строительства КАМАЗа в набережные Челны собрались молодые люди со всего Советского Союза. Татары в основном приехали из окрестных деревень, близлежащих районов. И вот этих людей, говорит, мы оторвали от корней, от их традиций. Они задачу выполнили. КАМАЗ построен, работает, город тоже построен, живет, он стал уже настоящим городом. И вот он сказал, и вот сейчас пришло время этим людям возвращать долг. Их нужно возвращать к этим традициям, к их корням. Русский театр должен заниматься своим делом, с русскими традициями, татарский театр татарскими традициями, татарскими корнями. И, естественно, я же вот уже говорил о том, что наверняка, наверное, это основной зритель татарского театра, это челнинцы или гости города, горожане в первом поколении, то есть или во втором поколении, которые родились или их родители родились в деревне. И вот они скучают по деревне своей мечты, у них есть некая ностальгия, и они хотят видеть эту идеализированную деревню на сцене. Вот есть такой спрос. С другой стороны, в каждом спектакле там же не просто идеализированная деревня показывается, там все равно есть конфликт, там все равно какая-никакая проблема поднята, там все равно герой попадает в сложные жизненные перипетии, и у зрителя, пока герой решает свои проблемы, появляется некий момент сопереживания этому герою, ему хочется, чтобы он все свои беды победил и в конце концов был счастлив. Так ведь? То есть появляется элемент сопереживания. И зрители в следующий раз, как мне кажется, они приходят в театр, они, может, этого и не сознают, может, это на каком-то уже подсознательном уровне работает, чтобы еще раз вот ощутить этот момент сопереживания. Потому что театр — это живая игра, это не экран. Зритель чувствует энергетику актеров, актеры чувствуют энергетику зрителя. Это совсем другое искусство, не мне вам объяснять. Поэтому тут все очень сложно, и какого-то такого однозначного ответа, наверное, очень трудно дать. Мне вот понравилось, я вас перебью, что вы сказали, что театр, мы миссионеры, да? Я вообще считаю, что главная задача любого театра — это популяризировать вот наш театр. Ведь, ну что говорить, в последнее время далеко не популярен ни театр, ни балет, искусство вообще как-то отходит на дальний план. И вот все-таки Челны, он такой более сборный город. Здесь у него нет своих традиций таких, как, допустим, в Казани, там своя интеллигенция, там что-то такое, да, истории большой. И поэтому вот наша задача все-таки, чтобы популяризировать такой сам театр, и чтобы люди приходили на спектакль, да, в поисках, наверное, в поисках прекрасного. И какое там будет, желательно, конечно, как я уже сказала, должны быть произведения для разного слоя населения. Вот моя точка такая, наверное, в этом отношении. А вы согласны с той фразой, что театр воспитывает? То есть, кроме миссионерской, еще чисто воспитательную роль театра. Вы подтверждаете, что вы говорите, человек смотрит, видит конфликт, видит, как герой его решает. Он воспитывается в это время или нет? Зритель. Знаете, это тоже достаточно сложный и спорный вопрос, воспитывается он или не воспитывается. Но во всяком случае на те 2 часа, пока человек находится в театре и смотрит спектакль, какой бы безнравственной жизни он на самом деле не жил, он все равно будет на стороне добра. Это и есть катарсис. Вот вы знаете,
часто сейчас смотрю почему-то канал «Культура», вот, что мне нравится. Вот недавно вот услышала, что Плесецкая моя говорила как в свое время, что любого вот бомжа приведи в галерею, да, и он тебя ткнет пальцем в шедевр. Вот люди сами, наверное, на интуитивном как бы уровне могут определить, что достойно тому, чтобы смотреть, а что, ну, не стоит их взора. И не надо бояться, мне кажется, надо вот экспериментировать. Вот что мне сейчас вот не хватает в жизни, допустим, какой-то у меня вот о себе лично говорю, творческий кризис настал, да, я не знаю даже кто я, да, актриса, там, работающая много лет в театре, но у меня сейчас вот какое-то осознание, что ли, своей профессии. Сначала переживала дико по этому поводу, но вот в этом году, опять-таки, мне посчастливилось участвовать в семинарах Юрия Альшица, и это, оказывается, нормально. Если человек к определенному моменту задумывается вот над такими вопросами, это, наоборот, как бы идет творческий просто поиск. Я уже вот как-то повторяюсь, говорила кому-то это. Вот много спрашивают в интервью, вот вы там актриса, да, хотели быть там, с детства ли это ваша мечта, или что для вас актерская профессия? Ремесло для меня вот в данный момент. Я просто вот отношусь, не фанатею по этой профессии. Но это моя работа, это моя любимая работа. Но в то же время я не могу себя назвать художником, который вот, ну, бессознательно отдается этому своей профессии и забывает обо всем вокруг. Я не могу забыть, что вокруг меня, я отношусь к своей профессии как к ремеслу. И мне кажется, вы подходите профессионально, но без фанатизма. Да. Вот вы что хотели Да, сказать. То да. есть без полной самоотдачи. Но ведь, может быть, поэтому у вас и начался внутренний какой-то творческий поиск себя, потому что вы понимаете, что-то еще должно быть, кроме ремесла, то есть что-то должно быть, какая-то одержимость, может быть, у актера все-таки должна быть. И есть такое выражение в психологии — кризис среднего возраста. То есть когда человек начинает снова искать себя. То есть когда он хлопут, студент, он кажется, все, он сейчас занимается любимым делом и все. А вот уже ближе, там, после 30, ближе к 40 у человека начинается классический кризис среднего возраста, когда он начинает искать себя. Вы лучик света в этом туннеле видите или все еще в поиск? вы знаете, вот надеюсь, что он, вот этот лучик, я увижу его, но пока я для себя... То есть пока в поиске? Пока в поиске. Пока в поиске. Да. Ну, может быть, участие в других каких-то спектаклях. И вообще вы меня приятно поразили, сказав, что вы смотрите канал «Культура», потому что это тоже мой любимый канал, и мне приятно... Мне вообще приятно, когда люди достаточно широко смотрят на мир, а не только узко. Вот я ведущая актриса, вот я звезда, и все, и море мне по колено. А когда человек смотрит, что-то ищет, мне кажется, это замечательно. Это моя оценка. Вы знаете, вот смотря вот эту «Культуру», я для себя открыла балет. Вот шикарный проект идет, большой балет, и просто вот на такой же уровень хочется какой-то проект у нас в Чернах, но только большой театр создать. Вот, потому что, опять-таки, с целью популяризировать наш вот этот театр. Я вот абсолютно дилетант в области балета, да, но с восхищением и с таким вот, ну просто восторгом смотрю эту передачу, да, вижу этих молодых танцоров, и они меня вдохновляют просто, я восхищаюсь их трудом. И мне хочется, чтобы вот у нас в театре или на канале ТНВ какой-то вот такой проект создать, и чтобы действительно мы могли пробудить интерес у зрителей вот к такому искусству, как театр. Это очень долгий путь на самом деле, потому что в мире, который стал сейчас очень потребительским, мир потребительский сейчас, очень материальным он стал. Люди приходят, первый вопрос задают, сколько платят, а не что нужно делать, где надо подумать или еще чего-то. В этом мире приходить и говорить, приходите в театр, то есть это сложная такая работа. Но вот мне кажется, учитывая все это, но вы же сейчас тоже популяризируете, вот сидя перед этими камерами, вы тоже популяризируете свой театр. Вы вызываете интерес у тех людей, которые сейчас находятся дома, чтобы они сказали, а не пойти ли ко мне в татарский театр?
Так вот. Не пообщаться ли с Равилем Саверовым, усилия- не полюбоваться ли НЖ там в очередном шедевриальном спектакле. Далее, усиливая и развивая эту мысль, я хочу сказать, что буквально на днях мы провели презентацию официального сайта Татарского Да, театра, кстати. о чем сообщила новостная программа телекомпании «Эфир», программа «Город», за что вам отдельное спасибо. Для чего был создан сайт? Не потому, что сейчас время такое, и все учреждения должны иметь свой сайт. Мы хотели, вернее, хотим создать некую площадку для людей, для общения людей, которые интересуются театром. И собрав этих людей вокруг этого сайта, мы хотим зарегистрировать группу в ближайшее время там в социальных сетях разных. То есть через этот сайт мы хотим наладить диалог с нашим зрителем. И, возможно, этот сайт нам поможет привлечь в наши залы побольше молодежи. Хотя... Я как раз хотел сказать, как только вы сказали сайт, я сказал, это направление на молодежь, Да. это не на постоянную вашу аудиторию. Хотя вот есть такая же поговорка, если хочешь узнать, как ты живешь, спроси у соседа, да? Вот приехал из Уфы Альберт Гафаров, он посмотрел, 3-4 спектакля. Я говорю, что, какие первые впечатления? Говорит, первые впечатления, говорит, я очень сильно удивился, говорит, потому что ползала сидит молодежь. Я, говорит, вообще удивился, я, говорит, редко где такое видел, чтобы ползала была молодежь. Обычно, говорит, люди среднего, старшего поколения ходят в татарский театр, а вот в Челнинском театре ходит молодежь. Это, говорит, удивительно. А я как раз хотел уточнить, а детские спектакли у вас есть? Только новогодний. Нет, есть. Почему? Есть же у нас. Но сейчас-то Зачем? Светофория. А, Кстати, на «Светофория», двух языках да. играем. Ага. Уже вот тоже новое, Есть? видимо. Да, светофория. Просто это у меня несколько вылетело из головы. Манка, Да, они просто с выездом на территорию. Детские сады? Да, Больше да. по школам, по детским Да. садам. То есть это не на сцене редко они играют, поэтому... Да, ты просто упустил это из вида. То есть детский спектакль есть. Детский спектакль есть, Где конечно. добро побеждает зло. Естественно. И вы показываете это детям. Да, правильно? 26-29 декабря в 10 и в 14 часов новогодняя сказка для детей будет играться, и с 3 по 6 января тоже, так что это железно. Кстати, на сайте тоже можно небольшие отрывки спектакля показывать с целью, чтобы людей как-то привлекать. Обязательно отрывки из спектаклей, все выпуски программы «Культурный город», в котором участвует хоть какой-то человек, более-менее имеющий отношение к татарскому театру. То есть мне сразу вам предоставить запись Пикчентаевым. Да, конечно. То есть, сайт же он безразмерный, что удобно, да, там, кстати, на сегодня там уже размещены 48 статей о татарском театре на русском и татарском языках. Там уже есть новости, там есть фотографии, репертуар, афиша, есть гостевая, можно оставить свои мнения, есть фотографии артистов, их краткая биография, их роли, много чего есть. Челны театр.ру. Зайдите, посмотрите. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Я так думаю, не последнее приглашение. Вот Равиль уже тропиночку протоптал, вот сейчас НЖ уже протаптывает. Приходите, может быть, когда-нибудь уговорите Фаиля Ибрагимова прийти, пока не получается, но я хочу, чтобы люди ходили в театр. Вы знаете, он бы с удовольствием пришел к вам на передачу, просто боится языкового барьера. Только в этом, я думаю, причина. А так он здесь Да, был замечательный первым. человек. Спасибо вам. Вам спасибо. Вам Спасибо. спасибо, до свидания.